Снова с вами ваша любимая рубрика «Один день со звездой». Короче, достар, biz bugun keldik qonaqqa. Legendarный артистка, композитор, автор стихов Ринат Рахматуллина. Или это его дочка, или внучка? Обалдеть, достар, қарағыр, Ринат абайдың-то капец келеші ешь. Это просто... А сколько вам лет-то? 25. 25? Да. Баба Ягодка опять. Ринат здесь? Тобой, да. Ага, а где? Пожалуйста. Қарағыр, Ринат абайды қар көріп алады. Ринат абай, бізде ешітмейді, походу. Ринат абай, қалмығыз, Ринат абай. Ринат абай қартайған, даже ешітмейді. Қалмысыз? Келдіңіз да? Айы келдіңіз. Шақырғаш келесіңдер. Шақырған ине, шығам зұрюларға, сеңа болған хислерімді, саламшы сөздерларға, саламшы сөздерларға. У вас сейчас такие кардинальные перемены в жизни случились, да? Ну да. Мы прямо не удержались, и я такая думаю, блин, надо Ринатоваға обязательно съездить в гости. Был хәдір у кого в гостях, получается? Был хәдір үйде? Бұл міне Динарның туған үйінде бұл. Мұнда менің төшшілер тұрап, баба үйде, міне шул біздің президенттің районы бұл. А как вы так ухватили такую красавицу жену-то? Ну, Не грабищешь. В любви нет все возрасты покорны. Ае. Міне біз ана былай шулай көрістік-то бір банкетта, Бір банкетта. глаза встретились, Ага. полюбили друг Ну не может быть такого, как так вот встретились и сразу так, о, был минике, все. Всё, И что? Динара тоже такая, о, был Ринат мужчина, Ринат брутальный. Шайдуллин. Да? Да. А, Галима Здесь Тюльянова. уже- А кто первый написал? Кто первый написал? Менің виден банкетта фишка бар. Кто сегодня снимал Ага. видео, менің выступление, блядь, пожалуйста, отметьте меня, пожалуйста, деминде. Динара, получается, Динара первая, отмечена, она да. все снималась. Молодежная арасында, она такая вообще всех выделяла. Конечно, Ринатованың сразу галякайдар ағып түшкен. Такой думает, Все, обалдеть. да. сразу это надем. А вы не подумали, Ринатовой, что такое вот Ешкина Ходокай, наверное, на меня не посмотрит? Ну, Сюда, ой, буману. Подумал, ну, у меня интуиция очень сильная. Да? Мен үзіме қаратам. Влюбится она в меня, мои разговоры ее вообще... Женщина любит ушами, а Ринатовой любит лапшу на уши вешать, походу дела. Сіздің қадірлі подписчиктарға какие секреты раскроете? Ну, прежде всего, я буду рассказывать о своей красавице, молодой жене. Весь репортаж будет посвящен красавице жене, достар. Падения были, были взлеты. Ну, кадр это взлет. Yanımda yakın kişiler yine kaldı benim kadar. Çünkü şurun burunları всех спасал. Секретарно ашамин, arkadaş demin. Короче, достар, сегодня ждет вас горячий репортаж. Очень горячий, где Ринатовой раскроет нам свои все секреты. Будьте с нами, не переключайтесь. Я тут решила подкраситься в Тинде, и Ринатовой в меня говорит, что, мне тоже подкраситься на Тинде? Мне так интересно стало. Я вообще молодой выглядит, а я... Динара, Гедана постоянно красит Тинде, Ринатовой? Ну да, я. Да? Визажист дал мне, дизайнер дал мне. Мына менің косметичкам, а был Ринатовайдың косметичкам. Куда Видите? идти заковырять? Видите разницу, да? Такого нет, я даже вообще не знаю, что это называется, как это называется. Потом, смотрите, у него даже тени есть от Dior. У меня нету таких теней, достар. Эссенция. Это что такое, Динара, эссенция? Прям кожу нас супер увлажняет. Понимаете, но даже Ринатовой кожу он увлажняет, достар. Даже знает, что это такое. А мне, кыргызская етеры, даже это не знаю. Такой вот реконструктор, что это такое реконструктор? Для волос. Для волос? Да. Ага. У меня вот таких даже вот штучек нету, достар. А Ринатовой бар. Құтарғансы тамаққа ғылайын да, достар. Пашы істейін да, шума Аллах әббәр. Бида кулбрегін ашқыдырын да. Ишеткенім, что еш-сақта уже утырып сыққанығы. Это вообще дурит информация? Ну да, это 90-е годы уже. А, вы что, может, какой-то ОПГ, там, туда-сюда, банда? Ну, уақытта бітінесі өтіп шықпаларым. Өтіп тоже. Ну, вот. Бандит из 90-х. Вы не готовы все! Я на вас сейчас на всех смотрю! Вы не готовы! Маған да 9 яшы. Вот, тогда еще вы не женаты. Нет. Ну, после того, как вы отсидели вот 2 года, уже, наверное, подумали, ага, все, больше я никогда на этот путь не стану. Ну, да, это любой человек подумает, это все. После освобождения уақытта ветеринарки этим занимались. Мне предложение сделали, хорошие деньги сделать, чтобы это не в деньгах быть, чтобы этим заниматься. Или
Или свою дорогу выбираешь, или занимаешься этим делом. А я выбрал свою дорогу. Мне это криминал, вот это все не надо было. Я даже не знала, что Ренат Абай автор своих песен. Я думала, просто Ренат Абай харизматичный певец, красиво поет, но то, что автор песен, мы впервые слышим. Нет, около 200 у меня песен своих. Талант. Талант, С детства был, что ли? Допустим, балалар уйнап, ултраға там туқтайыр, ядайым әлі. Солай болды ма? Мен бала шағым бәлеке шағым. Мен 5 yaşında сахнада моряк бию бала. Мен 15 yaşında birinci тапқыр әнкеге бағышлап шиғыр яздым, стихи написал. Первое стихотворение Первый раз, әнкеге бағышлаған. Я ни на каком инструменте не умел играть, ни на каком. Я поступил в Казанский авиационный институт. Общежитие Тарганда, яшаганда, короче, сосед мой учился на гитаре играть. Он қарап тұрдым, да. И один момент, я говорю, Сережа, дай мне тоже научи, попробуй я тоже сыграть. Он мне аккорды показал. Я всю ночь, короче, эти аккорды учил. И Сережа просыпается, чего ты не спал, что ли? Я говорю, не спал. А что же делал? Я говорю, на гитаре научился. Bir gün içinde. Bir tün içinde. Bir gün içinde Ринат Абай Ничего. на гитаре научился. Bir түнде у меня бұрынғанда Ринат Абай такой түгіл. Ага, авиационный университет не мое. Пошла, кеттім, институт культуры. Факультет культпросвет работы. Ай-яй-яй. Просто методист. Білем, мен тоже оқыным. Да, культпросвет Мен работы. сәл тамақта только оқыным. Шел моментта, я аудиторияда қалып, одними пальцами на фортепиано начал играть. Один. И тоже бір түнде, наверное, научился, нет, да? Она уже делала. И потом тоже научился. Сначала одним пальцами, потом двумя, потом начал играть. Пианино научился. Вы, короче, самоучка. Да, я ноты не знаю. Обалдеть. Я вообще ноты не знаю. Композитор, автор стихов, автор песен, да, и самоучка. Бұнда қонақ етелер достар қарады, міндей бәліш әзірлеген Динараның нәнәйі. Бәліш бет яратабыз. Настоящий татарский бәліш ауыр етелер достар. Сочный, да. Отличается. От моего? Очень. Динараның бабушкаға нықтамын бешіреді достар. Бөгет мен уже олақ етіп тұрам, әве достар. У нас картошка всегда такая крупненькая. И мясо покрупнее. А бұнда мен заметила, татардар алар бәлішті ішлегенде уже уақ қына етіп тұрайдар. Картошканы и итті. Атадыр бәхет таңы. Шушынды мотор табынlar, шушынды сый-хөрмәт болғанда, бәліш тем более. Бәліш нықтамлы болды. Әнкей көз алдына келе де баса. Мен енді әнкейін еске алып бір жыр жырлайсым келе. Қартайма әлі, әнекей қартайма әлі, сен бітіп өзінің йөрәк жылысы, үтті ғүмірлер деп қайғырма әлі, bizge әлі гүрләп яшисің. Представляете, вы, доктор Эльмира, 79-й жылғы, а мен 2-нче жылғы. Прикиньте, я вообще могла быть тещей Рената Абая. Вот такая вот интересная жизнь у Рената Абая. Как вы вообще отреагировали, когда Динара сказала, вот, мам, я хочу выйти замуж за Рената Рахматуллина? Жоқ, мен уақытта башта білмедім. Нешектер. Ну, серьез қалмадым, сондайында. Ай, думает, наверное, постречаются и все. Ondan soң әлі анасы уже ризалашып біткен, просто үйдегін әзірек не болып алғаш, әзгіне қоршы келіп алдым енді, чөт-чөт кені. А че говорили? Өзім сүйіндім де енді. Әтиден қорыққан еқ біз дұрысырағы. Біздің әтіне барды, риза болды. Обычно все разрешают, все лучше меня. Так ну вот все лучше тебе, Ренат Рахматуллин. Какого жениха-то хватило, да? А вы не испугались, что все-таки ведь Ренат Рахматуллин звезда, ведь и такой уйдаган гадринде там. О, был, наверное, звезда, Хадр был немножко там у них шуры-муры, и потом бросит, да, поматросит и бросит обычно. И, кстати, еще хотела заметить, да, простите, конечно, Ренат Агай, у Ренат Агай это раньше была репутация ловеласа. Оны, кстати, бітәгілі evet, сізлейді енді бітә. Жоқ, шепшін айтам, қорықмадым. Жоқ, қорықмадым. Мен біле бірінші шырашуға ол мен ашуындай мені яқын болды ол, әйме? Шундай яқын болды ол мен, әйе. Мен аннан вообще қорықмадым. Жоқ, қорықмадым. Кіші мен айтадыр,
Мен наоборот. Защищала. Ринатны бір қошандағын машар етіп етмедім деген. Потому что ебет Гел поддерживать ту килер, гел. Хадр ваш самый любимый зятин. Вы, Әйе. наверное, с ним друзья. Получается, прикиньте, доктор, үйден шығасың и сразу же мынауында мұнса. Прикиньте, кстати, мына көп татарский райондарда тоже шулай мына түсірілген. О, что это вы тут все вместе делаете? Весело у вас тут, қараңыз. Бұнда даже Рушанаға қарағыда әлі. Дүртеулесіп тұрып, бір мұнсаға ингендер де, білмеймін, что они тут, а что они тут разговаривают? Начальник, он его начальник. У вас, наверное, такие отношения, вот как будто такие, теща с тестем, кияумен отношения а как друзей, да? Шулай келіп сұрады, да? Мен тоже шуны хилдім, что как достар, хамақ достар, представляете ма? Бізге білешай жүрте отырып, гүлсі ешіп тұрға яратамыз. Да? Әйе. А песни поет или Ната қайда? Хороший момент, чтобы все вместе запеть. Поехали. Да, кстати. Кстати, давай. Tokta yangır yağmalı, Sağışmazsa gügelimle ağmalı. Sen kaydasın, sigen yarım kaydasın. İzlep sinip terezeden kütemli. Может, biz бірге мұнса кіріп? Әдебиет кішкене шақта. Біздің қаршыда зор күл бар еді. Сол күлде весной бетінде льдиналарда езедірейік біз. Мен бір кішкене льдинаға отырдым да, абайлар тігіндері кезіп жүрейік. Сәнеклер білен тіртелерді кетіп баралар енді. Мен бір кішкене льдинаға отырдым да, и берегтен отталкиваться етем, и вот в таком положении остался. Таятны алсам да жығылам, таятны тартып алсам да жығылам. И, короче, таятны жібердім да, и болтық, неге шығып кеттім. Біз астыран шығып кеттім. Ладно, еще льдина теге самотеком кетіп барды. Мен анау келіп қалпы шықтым. Сол вақытта әнкей абайна наказала. Ну, абайна қинады сол вақытта. Қазір қатырын. Іштіге бар бет, швабра біле қинады, малайды қарамызым деп. Что, Ната Бахирка за рулем сейчас ездить нельзя. Это получается, что, у вас прав нету или что? Или запрет какой-то? Не, права-то есть, но просто не хочу ездить. Не хотите? Да. Я слышала, что вы как будто думаете, что у вас какой-то злой рок с машинами связанный. Да, у меня 30 аварий было. 30 аварий было, да. 18 машин разбил. Он 9-ші машина, да. Рейндж-роверлар, аудиолар, хондалар, анда все. Они мне говорят, что там, в пьяном виде водили или Не, что? не только пьяный. Ну, Бугантер пьяный вахтовый. А последняя авария, я слышала, что в пьяном виде, прямо администрацияның алдына, прямо глава администрацияның машина шап тікілген. Это правда? Машина бля кірге жиынғандыр неге. Глава администрации. Ничего не хотел, наверное. Ну да, мне надо знак снес. Да? Да, знак. Менің бетінде Lexus, задний привод был, он мне седан. Теге суға лекті де, көтін бұтап жіберді де, и все, знак ушел. И шунан, получается, отправили в колонию. В колонию, да, на 6 месяцев меня На 6 посадили. месяцев. А что так сразу в колонию на 6 месяцев? Это, конечно, утримая. Ну, это повторный уже мне. И шунан, Нормально все, у меня надо авторитета. авторитет? Да, меня уважать. Ну, это уже надо было. Даже синтезатор на укрытом колонии. Да? А как вам разрешили, блин? Разрешили, Рахмат, конечно, руководство Рахмат. Синтезатор, да, 7 песен написал. Когда бы я эти песни написал? Да вы что? Жири рядом, да? Етеге. Да. Получается, Ганна Рената, вы за рулем не ездите только Динара. Она ваш водитель, да? Водитель да бар мен, но Динар, бля, ведь часто вместе в гастролю уезжаем. Она всегда с вами, Хадр, Да, получается. водитель тоже дальние дороги барабанит. Меня колония тұрғанда қызы. Первый күн, как у вас вот там настроение? Вообще же хреново, наверное, Ну, было, хреново, да? да, конечно. Ненде уйдар келді башқа. Ну, ненде өлкелерге может, просто зачем я это сделал, Ага. зачем я А было бухал? такое, моя жизнь закончена, Ну, карьера закончена? моменты были, да. Главное, Динара меня поддерживала. Динара от нас аян, свиданкада, короткие, и длительные свиданкаларда. Телефоннан біз бір қашанда түшмедік, постоянно телефон. А что там, телефон разрешили, что Там ли? телефон, да. Ну, в смысле, не сотовый енді. Там внутренний телефон свой. Зона телефон деген приложение, блядь. Зона телефон, Туда приложение. вбиваешь, короче, вбиваешь свою, кому ты должен звонить, там, родным, близким, вот. Вот меня до сих пор меня интересно, как вообще вы могли привлечь Динару? Вот мне очень это интересно. Я сам удивляюсь. Оя бірінші свиданкаға представляется менің халық ұзын розалар білән оппақ кроссовкаларда, футболкада, қызыл Лексустан тұрсын.
Конечно. Теге яш тибинде Динара яшмен тұрып қарады енді ол. Ага. А, солай ма не? Ну, она же ведь замужем была. Да вы что? Динара, получается, вы замужем, что ли, были? Да, да, у меня ребенок есть. Ребенок Да вы есть. что? В садике, да. Тұрып қарады енді она поняла, что... Поняла, что яштардан-то толк никакой. Нет. А ты яштагалар Тургатовой уже все, жизнь познали. Прожеванный. Ае. Молодец, она мне колонияға келгеш, кәдір жаным дейінді мен, жаным, әрбір сенің білән сен шыққаш, концертларына қоябыз, полный заллар болашақ, аншлаги будут еще у нас впереди деп. Мені біліп қойдырым, әтем бұл малолетка десе сөйлейін деп. Қаралы Динара неметі бұйлаған, электрона. Потом я один момент задумался, мәтем, будет мәтем дұрыс сөздер сөйлей, мәтем ақылы сөздер айтабеймін мәтем. И вот я всегда прислушиваюсь к ее словам. Колонияны пережить Динара помогла очень даже. Колония меня переобразила. Мен всю жизнь свою переосмыслил, все, пересмотрел. Бухал. У меня один минус, я бухал. Ага. Очень сильно, каждый день, что ли? Нет, ну не каждый день, я запоями пил. Кто это проходит, они меня поймут. Это просто болезнь. Я сейчас с концами с этим завязал. Аллаха шкар, вот 2 года. Если бы я не бухал, как вот нынешние топовые артисты, да, Тямаев, Сьелер, я бы уже давно на вертолетах летал. Да, если бы я упустил моменты, например, полный зал, а я бухой не пришел. И такое бывало, да? Бывало, да, бывало, я откровенно говорю. Менің де қазір өзімнің тамашашымды, менің жырларымды жаратқан тамашашымды хочу обратно вернуть. Вот менің «Тұрмыш китабы» деген концерт, человек, концертная программа. Люди приходят, бір настрой білен, это концерт қайынды. Вот рахмату, ничего енді. Тағы салғандар енді, тағы енді туда-сюдағына концерттер. А там вся моя жизнь. Халық жылап отыра прям. Әнкейлерге ауыр сөз еткен кісілер бар. Когда меня запой выводили, әнкей мені сақлап, әнкей менің жанында койкада ятып, ең яратқан баласы, біз 3 бала, абай бар менің, апа бар, өлді мәрхум, әнкейге мен ауырлықлар кетірдім, шол бухал. Шол мен қазір шол әйбірлер шығып кенем. Қазір әнкей сен сау болса, қазір шол бет, мен на руках только носить. Запой, получается, вас выводила только мама. Мама выводила. А жена бывшая? Ну, жена... Вы же с ней с детства знакомы, с 9 класса. Ну, с детства знакомы. Через речку она жила. Жена әнкей болмаған вақыт, әнкей последний вақытларда етмегендегінен біраз выводить те башлады енді. А так всегда мама. Но мен айтасым келеді, арақа ішуінің тағын бір плюс яғы бар. Нендей плюс яғы бар. Я хочу узнать. Хиты с похмелья написано. Похмельден шыққанда уже теряется человек, уже курка, боится, может он секунду умереть, что состояние, анда тяжелое состояние, и человек хочет оставить от себя что-то. Еще утра уже жирная такое, и слова сразу автоматом идут, и жирлар. Но и опьянение вахтында человек расслабляется, мозг расслабляется, и по-другому уже начинает думать. Они Сабиров говорит же, Рахматуллинның тещесі, яшірек екен өзіне қарағанда көпке, Ринат Рахматуллинның қатынының дәуәнесі, Ринат Рахматуллин білен бір класста оқыған. За продуктами ходит у вас семья? А вы, да? А что Динара дома кушать готовит? Нет? Я вот позвонила, она говорит, я кушать готовить не умею. Нет, ну она... Мы не var bir Яндекс доставка. Ресторанов кушаем. А не бывает такого вот, я вот хочу что-то белишь, или машарка. Нет, я такой Динара, не капризный, насчет еды не капризный. Она солянку хорошо готовит. Она стол сервирует, салатлар матуриясы yok. У вас был такой конфликт с этим, с Маратом Ярулиным. У него взял разрешение на то, чтобы выпустить эту песню. Вот. И я выпустил, я начал его петь, и через какое-то время, как бы, да, там говорит о том, что типа, мол, он поет мою песню вообще, этот пацан, типа, да, там, я его там поднял, короче, начал. Из-за этой песни, типа, он стал популярным, короче, вот такая хинея началась. Понятно. Был договор такой, он на концертах, на всех мероприятиях не должен петь эту песню, но нельзя. На моем концерте в Москве я ему разрешил исполнить эту песню. Только на вашем да, концерте? Потому что песня моя, ТСМНЦ. А потом я слышу, везде начал петь ТСМНЦ, я ему уж предъявил. Говорит, Абзыгер, давай я тут я куплю.
Ага. Потом он купил эту песню. Купил, да. Купил. Короче, бушка, значит, Марат ерда берген болған. Представляете ма? Ну, конечно, Ренатовой такой говорит, что ты им бушка ерда берген? Так Ну да, потом купил, и все, он сейчас уже исполняет, все нормально, все хорошо. Çakırına mine Çıkan zur yollarına Все, Ты нам мешаешь! Ты нам мешаешь! Не жди нас! Часа 2-3! 45 баба ягодка опять мне вообще-то! Нормально все, да, керек. Нормально, не переживай! Рената, вы, пока вот сейчас мы остались одни, пока никого нету, родственников нынешней жены, Динары нету, я хочу задать вопрос про бывшую жену. Как вы вообще развелись-то? Вы же с 9 класса, я читала, вместе были, начали встречаться с одной деревни. Не понимала, чем я занимаюсь. Это раз. Ага. Бывшая жена. Банкетлар алып бару, менің концертлар қою. Она думала, это развлечение. Мен бетінде былай бір ақша ішлеймін. Она, считай, 20 лет нигде не работала, просто дома сидела. Я Домохозяйка. Домохозяйка. Мен бетінде балаларын да обеспечивал, семью все обеспечивал, все. В 94 году біз енді, короче, ол мен айтты, мен сенден айырылам, мен сенің білән тұрмай, мен исірік кіші керекмей, мен бір бала білән, бірінші қыз, бір бала білән бүтін жерге сыйам. Сол уақытта мен айттым, айтам, Гүлшат ала деймін, исірік Ренатыңнан айтам, әлі телевизорлардан, әлі сен көресің айтам мені, бір популярный артист боламын айтам. Мужикка иде хатын қыздың отношениесі өзгере, мужик уже теплоту ищет в другом месте, понимаешь? Başka yerden. Eğer de hatun kızın salkın kabul etse yerin izmenalar kayın kelip çıkar. Şundan kelip çıkar indi. Bütün hatun kız, ир иткенде hatun kız, хур иткенде hatun kız dediler. Şuna göre hatun kız это самый главный семьяның aşağı bol. Она должна держать очаг. Балаларын бала иттеріп көріп, мужик иттеріп көріп. Şuna göre енді не істемедім. Я ее не бросал, она меня бросила. Она шығып кетті, да, он шығып кетті. А сейчас поддерживаете отношения? Жоқ, біз мамаммен отношения не поддерживаем, но қызлар біле, екі қыз берем. С ними, да, поддерживаю хорошие отношения. А қыздар как отнеслись к вашей разводу? К разводу и к Динаре? Ну, развод, наверное, не істесем енді. Шолай жазған, и все, шолай. Значит, так должно было быть. Динарна, старшей дочкой встречались, младшей дочкой встречались. Нормально приняли. Я дедушка, у меня 2 внука. Два внука. Сиди на бороду, без ребротик, дурехать кадар. Рената, еще я вот слышала, после колонии ваш бывший директор, ваш концертный директор вас кинул и даже слышала, что даже обокрал. Не концертный директор, он сам себя так назвал. Ага. Он, во-первых, аферист, он жулик. Он, короче, мошенник, короче, такой человек. Мен енді ол кішкене штаб құрдым өзімнің командадан, он ведущий был. Ну, енді билеты проверять, он себя не возобновил, что он концертный директор. Обокрал деп енді, у меня того, Эльмира Сулейманованы мәрхумны обокрал. Там золотые цепочки, там кольца, все. Ну, короче, он такой человек, я даже не хочу о нем разговаривать. Он, он не человек даже просто. Менің тұрымда, мені колонияға отыртқаш, менің тұрымда шундай нашар интервью берген газеталарға. Да, типа, я не хочу даже с ним, о нем даже не разговаривать даже. Вы бывшую жену, считай, всю жизнь обеспечивали ведь им, да? А Хадр вот Хедкит, она нигде никогда не работала, получается, да? А Хадр Хедкит, кто ее обеспечивает? Ну, финансово. Ну, дочка, старшая дочка поддерживает. Младшую дочку, считай, обеспечиваю полностью. Надо обеспечить надо было менің білен тұрғанда менің қадірімді білерге. Вот, так что қадірім білерге. Или же, достар, будьте самодостаточны. Кішіне жұққа шығарға 1 секунда хватает. Да. Но кішіне жұққа шығарға бір қашында ақшаға ярамай. У вас, получается, Динара официальный же брак, да? Получается? Ну, официальный тугы, просто никак білән. Никак, а как предложение сделал? Усинға барып қойттағын, и мен айта қойттағын, бірім я тебя обрадую или нася деймі, но мен ертеге гіне дей. Әмі все уже морально готовилась, что мен бүгін жіберем деймін. Мейтем чүттіндікті, едем мен тұттайдан никак құттауыз. Ага. Еме? Хилетін? Да. Еме?
Слышали? Быка за рога. Короче, мен ұйықтап жатамын енді, с утра шығып кетті, мотор кейіннен келіп, оның қарары башқа қараймын, ну, что стилен ашып кетті бұл. Следователь ona барып қойдым, айтам, яра, неше шой, түгі мотор кейініп шығып кетсін, айтам, Сардар ісімді ананың дүсті бар бетіне, шей шалтырата. Нейдей, давай быстрее одевайся, дей, әрнатнау кетелер, дей, все, дей. И мен, короче, мен хатист, ну, спортивныйларына, недегіне кейініп шығып кеттім, кейіндім дегін енді, қарайым башым юылмаған, короче, айтам, безелмеген юылмаған. Başı yığılmagan uydu yani o. Rinatta kitelerin uydamay, başı yığılmagan uylaydı otlar. Yorı хотя бы башымны юдым, мен, представляете, хан янында маникюр нашар. Я не накрашена, имя спортивкада, меня предложение делали. Біздің қойсы шушы горкенің полицейский участогын алып келділер деген еме. Нейде шылтыраталар Ринатқа, давайте шықты біз приехали дейін дейме. Шыл Сардар Лойрат айтайын дүстейін дейме. Давайте хан сарайға барып шейшіп тұрады. А тегінде көрсем еме. Тегінде Ринат, короче, или бір розы білен. Вообще огромный қып-қызыл розалар. Да, Наиль Табанаков жырлай башлады, өзі шақырған. Наиль Табанаков нем, короче, тоже самый бір адыстардың бірсі. Вот, вспомнила, екінші күнгі алып кетірге тиіші колонияға. В итоге аны жібермеділер, бір күнге қолдырдылар бітіміне. И не бір күнге қолға шеме калан давай никак. Я сықтайым, приложение осаға шучу өстівай. Халел болсын мүтін өйбір дедік тейді. И что күнде никак яғандағын? 18-го никак, я 11-го кетті. Все как быстро, видите, достар. Нельзя тормозить, оказывается. Бір күндік сразу сұрақ башымнан мана предложение ішлегендар. Екінші күні никак оқытқандар. И шынан үшінші күні Ринатовайда колонияға отатқандар. Вот, все как быстро. Конечно, Ринатовай там спокойненько. Все нормально у него. Достар, қарағы. Оказывается, бана Татарстанда, қайғы райондарда мантыны фаршынан ішлемедер, а из рубленого мяса ішледер. Представляете, мына нәней вообще нығытып, уақ етіп тұрып тураны иттебіттей. Шунан куша кубитіп хуған. О, смотрите, сколько лука. Келелсин янарыма, ал сен мені қолларыма, хаталарды. Ринат білән теге ұшыраша башлағаны, сразу метіне ендерге, дөйнерге идеглері етмедім. Құрықтым. А нәне егіп тұрманы ғылым, то, что 20 жыл басты. Самый, не, 20 еш. Қаршы тұрғы? Да? Қаршы тұрған кіші мені болған. Ай, не айтып. Кеше өтін құрттығы. Кіші сізден әңгіне түгілінде бігері ешілермасы көп бит. Ешті күшбит. Қорықтыр енді. Мен қорықтым. Неме деп құрттығы? Неме деп құрттығы? Наоборот бетінде, өдінен ұлы бұға бетінде, өфетіп кіна тұрасақ бетінде. Обычно шулай бұла бетінде, еш қатын алғалар, олырақ елдер тәпірі на руках носып бетінде. Анағы бетінде бәрі бір деген. Құлдада деген сөз болғашынан не болды енді? Колония деген сөзді болғашынан. Прошлыда бетінде. Ай-яй-яй. Кстати, доктор, бір про Динарны сын ты мне рассказали. Мына доктор, Динараның малайы. Есімі кен? Камиль. Вот, сейчас в садике, да? Да. С братишкой ее родным вообще похоже. Мен бая фото қарадым да, әлі келуінкес как будто... Әнеге шоталар не знаю, что есть. Я пошел так. Сағат Рабочее давление 140 на 80. Динара, ты теперь знаешь, как пользоваться аппаратом. Да. Скажи, что вот так делал. Ладно, давайте заново. Пускай кулачком работает, скажи. Что это? Да что ты медлишь? Переутомление. Мұнша кіріп шықтылар дағым, сюда камеру. Мұнша кіріп шықтылар дағым, еме? Вот башына жетті. При виде меня в бане у Рената Гая давление повысилось аж до 100. Понимаете, да? Давление Динара. Мне бля мұнша кіріп шыққашы нормально. Остановись. Тебе дома не надоело готовить? Бұнда келіп істе отырады. Істе отырады әлі қалай Милешаның тәмлі мантылары деп. Так ты тут только мясо накладываешь, ложку сидишь. Я вообще-то ем. Как будет по-татарски? Жеем. Помните ваш скандал? Какой? Ну, который, видео гулял. Ну, это же... Правда было? Это видеомонтаж. Да? Оренбургские вот эти мошенники. До сих пор у нас следствие идет. Купили Ай-яй-яй. технику хорошие, сейчас все, можно и голос подобрать, и
Нелер, и угрожали мне 3 миллиона денег просили. Хадр, поправка была. Доктор, короче, кто не в курсе, доктор, в интернете одно время появилось хоум-видео с участием Рената Рахматуллина. Я так скажу, это вообще bütün ящик, Ну, там мне писали... Это монтаж, да? Даже, ну, первое время даже гинекологи мне писали, ну, в смысле, врачи. Ренат, молодец, типа такого, ты молодец. Даже сейчас молодежь так не может, как ты. Все импотенты туда-сюда. Видеомонтаж сделали. Сначала меня в Кызылорда отправляли, сначала моей команде отправляли. Медведин бардым полиция, все заявил. Мы сначала угрозы откуда шли, не знали. Они в Телеграме только звонили, а в Телеграме не определяется ничего. Короче, мы договорились, что я 3 миллиона отдаю. 3 миллиона отдаю им. Приехала опергруппа, чтобы их прямо с места преступления, место передачи денег. Короче, они мне геолокацию скидывают. Уже засаду сделали. Поставил в установленное место деньги. Сфотографировал, им отправил в Телеграме. И уехали мы, короче. А опергруппа там осталась, в лесу это, в лес. Мы думали, что такси пришлет, или кого-то левого человека пришлют, чтобы забрать. А он сам пришел. Он, оказывается, уже когда я уже деньги ложил, он там уже сидел, ждал, как я деньги положу. Через минут 15 он пришел, и его бабах, короче, взяли с поличным. И кто это оказался? Ну, это, короче, оказался тот человек в Солилецке, где мы снимали дом, концерт, гастроли, снимали дом. И вот этот зять вот этой хозяйки, короче, оказался. Да. Ну, короче, его уже арестовали, он там сколько-то сидел под следствием. А второй человек был, вдвоем они работали. Второй ППСник, действующий ППСник, полицейский. Вот он всем этим командовал. Их арестовали. Сейчас оба ушли на СВО, короче, пока следствие идет. Итак, короче, доктор, мы приехали на гастроли в город Стерлитамак, в городской дворец культуры. Вот здесь будет проходить концерт Рената Рахматуллина. Сейчас мы познакомимся с его артистами, посмотрим изнутри, как выглядит этот шикарнейший дворец культуры. И, кстати, доктор, кемдер бельмей, хочу сказать, я же училась в Стерлитамакском техникуме культуры на режиссерском факультете. Я всего год только отучилась и бросила, потому что я вышла замуж за стерлитамакского парня. Ну и с ним мы не прожили долго. Так что мой первый муж был из Стерлитамака. А что будешь делать, если он сейчас на концерт придет? Дурак, что ли? Бельмей, даже кто такой Ренат Рахматуллин? Нет, вдруг вот представь. Он сам сидишь. Тем более. Упала. Вырежи это. Как вы относитесь к тому, что Ренат Рахматуллин женился на 30 лет младше себя? Очень даже хорошо. Да, очень даже хорошо. Ага, вы тоже так хотите? У каждого своя судьба, молодец. Ага. А давайте спойте какую-нибудь песню Рената Рахматуллина. Юрагам рахмат, дайте. Все, что ли? Фанаты Рената Рахматуллина, да? Ну не фанаты, мы просто не фанаты, но нравится песня его. Вы какую-нибудь песню знаете его наизусть? Да. Давайте. Это Янгыр ява. Что-то такое вот так. И все, это как я прям пою. Это получается фанатка Рената Рахматуллина, да? Я фанатка башкирской домохозяйки. Он какой был до колонии и сейчас какой стал? Думаете, изменился? Я вообще первый раз от вас такое слышу. Да? Какая колония? Серьезно? Вы не знали? Ю, офигеть. Вы слышали вообще, что он взял жену на 30 лет младше себя? Ищет надо. Какую песню знаете Рената Рахматуллина? Наизусть, давайте спойте. И все, что ли? Наизусть. Ой, что-то, бля, тухта ямур, бля. Вы знаете, сколько его женили? Оказывается, люди, что у них. Здоровье так позволяет, дешь. Да? А вы бы так взяли? Минимум хатам, ребят. Ну ладно. А если был хабис катон, мы бы по-другому сказали. Как смотрите на то, что Ренат Рахматуллин утувешке яшкеле шалган? О, мен де алар емелі. О, ладно, рахмат. Сколько стоит билет? 1300. 1300? Там, от 800. 1300. А, получается от 800 рублей, да? Ну да. А 1300 это VIP, получается? Наверное, не знаю. Первый ряд. Ага, первый ряд. Ага, ладно, рахмат. Короче, хадр шутлап сарау, доктор. 800 мест. Билет в среднем стоит 1000 рублей. Это будет 800 тысяч. Минус аренда 140 тысяч. 800 минус 140. Сколько будет, Ренат? 660. 660. Артистам 60. Ну ладно. 60. А сколько?
160. Сколько остается? 500? Да. 500 тысяч примерно остается Ну в еще концерте. звук, свет, еще 150. Реклама, 100. Что остается ты, Нямбаша, тогда? Ничего не остается. Сейчас познакомимся с артистами Рената Рахматуллина. Вот, начнем с самого главного нашего самого человека, главного. который я в первую очередь, когда увидел ее работу, сказал, ну, мерси, шли самбу, вы вообще не подходят. Ай-яй. А потом понял, то, что СММ, ролики, рилсы, это наше все. Лилия, не успела накраситься достаточно. Лилия, как ты уговорила вообще Рената Рахматуллина сниматься в твоих вот этих безумных роликах, где его холодной водой обливают, где его яйцами закидывают? Ну, вообще, как концертный директор сказал, не только концертный директор ко мне сразу так отнесся, Ренат Рахматуллин тоже. Да? Он тоже, знает, с он мне недоверием, потом какой-то признал- СММщик. Да, когда мы познакомились, он потом мне признался, он посмотрел на меня и думал, а что эта девочка-то сделает здесь? Я же сама могу все выкладывать, рекламировать. Да. Обычно так и говорят, да. Вот до первого концерта большого, до Уникса, мы так экспериментировали рилсами. Потом все начали говорить, вот, Ренат Рахматуллин все снимает. Он после этого прям наш теперь открытый. Он мне сам говорит, что сегодня снимаем. А что, получается, у вас нет танцоров? Зачем мне танцоры? Это Башкортостан только требует танцоров. Да? Татарстан уже от этого ушли уже. Минсан танцует нормально. Покажите, пожалуйста. Хоть любой танец. У меня все команды танцуют. Танцоры знаешь, зачем нужны? Зачем? Тот человек, когда артист не умеет разговаривать, когда артист не умеет танцевать, чтобы сцену заполнять, нужны Вот, мне танцоры. Мне всегда нужны танцоры. бутафории, чтобы люди не на артиста смотрели, а на других, понимаешь, отвлекались. Вот, доктор. Білмәхәгіт біліп қойғыз. Истина шунда, Да, вот білмәхәгіт біліп қойғыз. Если у кого-то на концерте, у какого-нибудь артиста увидите, что у него есть на сцене танцоры, значит, он не очень-то хорошо и поет, доктор. Поет он, но не танцует, как я. Башкортостан постоянно танцорды, концертқа келіп кіресің, танцорларыңыз бар ма? Что тебе? Зачем они нужны? Я не знаю. Лишние... Расходы. Лишние расходы. Да, Рената, я хотел так именно сказать. Лишние деньги. А вот эти девочки, кто тогда такие? Зачем я Вы кто тогда? Я думала, вы танцор? Нет, я певица. А, что вы нифига. Бэк-вокалистка. А, бэк-вокалистка. Точно, я забыла, что у людей-то бывает бэк-вокалистка. В смысле? Рената один такой голос такой прям... Я еще наполняю. Я еще наполняю. Да? Да, своим басистом таким голосом. Да, ну-ка давайте спать. Я под фонограмму пою, что шучу, нет, у нас только живой звук. Кстати, мы у второго человека слышим про фонограмму. Нет, заметьте. Нет, я шучу. Тогда спойте. Seni özleyim, jir yüzü boylap, mина başka sevü gerek mi? Почему? А как это Ренатовый костюм кстати, Нет, потому что тоже курятина. Сколько стоит вот такой вот костюм сшить? Это вечерний платье. Вечернее платье. Сколько стоит такое? Или кимгал. Че, врете? Почему вру? Сейчас могу показать. 52 000, блин. Это нормальная цена. А мен в джинсах, футболке выступаю, ее красоты. А кашардың бэк-вокалистары көрдім, или киім алды. Это второй выход получается. Это второй выход. Вот смотрите, бэк-вокалистка на второй выход. Первый выход получается. Ага, первый выход. А я? Да. И сколько такой стоит? Это 20 кеме примерно шарым. Офигеть, блин, артистердің костюмдарының цены. Ну, қибат енді, қибат. Ну, простой ғана енді. Примерно 10-15. Йох. Саша на горе джинс покупает. Я в голове джинс, киімдер алып поступаешь. Максим баянист. И представляете, Максимға, оказывается, 16 ғана еш. Несовершеннолетний. А что, несовершеннолетний? Можно что ли работать? Я райдер? Нет, я даже понимаю. А что не в школе? А что, действительно. Почему ты не в школе? Ходишь, тусишь тут, взрослый артистер, меня. Уходим нормально, Аллаха шükür. А когда успеваешь учиться-то? Білмеймін. Соцслужбы, доктор, соцслужбы. Присмотритесь мынау егітке, баянистқа, Ренат Рахматуллинді. Зачем? Можешь какой-нибудь Рамштайн?
йырлай білем, ойнай білем, вот и все. Мы сейчас зайдем в самую святая святых гримерку звезды Рената Рахматуллина. Ренат, давай, можно ма? Да. Ага. Как выглядит гримерка звезды? Это в Столитамакском ГДК. Вот такие вот кожаные диванчики. Да, и кожаный вот, не бар диван. Можно я тут пора? Крутое кресло, доктор. Шунан журнальный столик. И ошундай вот дур гы. И еще устройка. Сядь здесь, Филипп Киркоров сидел, кстати. Даже Ренат поверил. Итак, доктор, сейчас мы посмотрим, что же Ренат Рахматуллин носит в своей сумке на гастролях. Ничего нет тут, ничего нет. Шапочка, труселар Майкова. Труселар Майкова. О, давайте посмотрим, где витамины пьет Ренат Рахматуллин. Так, пьет. Магний пьет. Магний пьет, магний доктор пьет. Какой-то крем, магниевое масло, витамин С. Да, это что такое? Леклопаста. А что там в пакете? Тарелка. Трусы Майка. Трусы Майка, ладно. А это в черном что там было? Черным там просто 3 коврика. О, еще крем какой-то тут. А, зубной паста. Вот аптечка. Во, аптечка, доктор, мы аптечки любим. Это... Не только мне его, команда. Какие-то омега, денталген, обезболивающий, дурафен, азмалгон от спазмов, тоже доктор. Даже карвалол давай. Даже карвалол, аллахол даже. Сим да болишь хакидык, что ли? Вот именно. Махим, доктор, әсе, есі хин курхан мене, хинга Ренат Рахматуллиндан сәлем. Вот ол хинин химахимынды есе, который хин меня эсер алмай хәлін бітті. Сам Ренат Рахматуллин сделает обзор на свои костюмчики. Это мой муслиновый костюм, который я выхожу первым. Это костюм тройки. Ага, это костюм тройка, доктор. Вот посмотрите, вот такой вот коричневый цвет. Ренат, давай, вот такой вот костюмчик, сколько стоит? Да? Ерунда. Ерунда, это сколько? Ну, 20 мың, доктор, один костюмчик. Это красный, это мой цвет. Ой, кстати, красный, я менхеде әлейсі мартаба курган бар, и я тоже подумала, что ваш любимый цвет это красный. Одна цыганка в детстве, не в детстве, в юности, меня ауылда яшим, ауылда яшим, она молдаванка цыганка проходит. Но я так посмотрела, тебя, говорит, постоянно, говорит, с глаз, говорит, мне. Сглаживает тебя, говорит. Тебе, говорит, надо красный одевать себе. А что, кто красный носит, они не могут сглазить? Да, они что наберли, красный цвет мой любимый. Конечно, как же без блестящих доктор? Блестяшкалары бүтін артисттардың нейінде бар енді. И еще один костюм. Тоже. Это все по сценарию все куплено. Давай, извините за нескромный вопрос. Соседи подкрашиваете, да? Конечно. Тонируют. Седоватые волосы тоже мне по бокам немножко сидеют, но у меня тоже барао, у меня тоже идет. Да, сидит. Но все-таки темный цвет. Не хочу стареть. А вы вообще замечали, что вот после этой концертной программы, что как вышли из колонии, что концертка начали приходить как-то круг кахмах, элеки утырғандар, там элеки преступниктар, блатные, короче. Замечали, да? Да, замечал. А бывало так, что какие-нибудь там крутые блатные вас зовут там, ну, чтобы вы их поздравили, ладно, день рождения, бывало такое? Конечно, нет. Да? Вы знакомы, получается, с бандитами? Ну, там, с мафией. С ворами в законе? Да, с ворами в законе, да. Ты решила через Рахматуллина с ними познакомиться? Нет, Про них хочешь сюжет Нет, я снять? не хочу. Вы знаете смотрящего Казан без смотрящий, знаете кто? Москва, знаю. Да. Вот так вот, Москва на смотрящий, ман знаком. И даже в близких друзьях. Ренат Рахматуллин, Дустар, Бальмахагат Белеп Куегат. Лучше не связывайтесь со мной. Поэтому, Рената, вы нам никаких минусов нету. А я поняла, да, почему нету минусов. Вообще, 25 лет отсидишь, год в законе, блин, 3 по 5 вокруг забора, давай. О, көрдіңіз бе? Yok, ben normal ya, adekvatный человек. Директор болғанда да еңкей маған bir сирек түшке кіреді, әмеланда болғанда еңкей маған түшіме көп кірді. Еңкей, егер де есен болса, мен білмеймін, ол сотталып өлген болар еді. Аны дінеге тұқтары, ол şu kadar meni yaratıp, İngilizce yaratkan balası yok yani. Benim avariyada kim beni şu dereceye жеткіріп, meni koloniyaga o'tirtdi deb o'yladim, tini bo'yi o'yladim. G'ayibli kishini topdim men.
анын кайыбы бик те зор. Бул шушы Ринат Рахматуллин менен шушы үйдүн барысына да кайыплы.